На прямом эфире программы «Диалог с народом» житель региона сообщил руководителю субъекта, что учащиеся Горского кадетского корпуса испытывают трудности из-за материально-технического состояния его здания. Надо отметить, это престижное учебное заведение, и его воспитанники не раз побеждали на всероссийских соревнованиях, что говорит об уровне подготовки ребят. Но вот насколько нарекания соответствовали действительности, расскажет наш корреспондент. Горский кадетский корпус – это инновационное учебное заведение, реализующее общеобразовательные программы и стандарты нового поколения, в том числе и по военно-прикладным дисциплинам. Особое внимание в кадетском корпусе уделяется военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Без внешнего внимания мы и наши дети не остаются. Практически постоянно действующие комиссии, действующие группы ездят в кадетский корпус, проверяют, поддерживают нас. Буквально недавно нас посетила общественная палата, которые обошли весь кадетский корпус, ознакомились с бытом и расположением наших детей и, соответственно, дали высокую оценку деятельности кадетского корпуса, и практически нарушений никаких не выявлено. По состоянию учебного заведения были выполнены различные мероприятия для улучшения материально-технического положения учреждения. Был проведен капитальный ремонт штаба, ремонт системы отопления, выполнены мероприятия по противопожарной защите, а также реанимирована система канализации. В целях профориентирования будущих защитников Отечества мы, наших кадетов, вывозим в воинские части, формирования и соединения, которые дислоцируются на территории Северо-Кавказского региона, для того, чтобы непосредственно кадеты могли в будущем выбрать для себя профессию военного и, соответственно, позаниматься на материальной технической части вооружения военной техники и ознакомиться с бытом и размещением военнослужащих. Помимо всего этого, совсем недавно нами заключено соглашение с управлением Росгвардии по Республике Ингушетия о сетевом взаимодействии. В рамках данного соглашения кадеты Горского кадетского корпуса получают дополнительные возможности непосредственно на базе Троицкого полигона выполнять первые упражнения учебных стрельб и, соответственно, знакомиться с первоначальными навыками военного дела. Кадетский корпус полностью оснащен техникой. Со слов заместителя начальника по учебной работе, в этом году они получили 5 комплектов интерактивных досок с ноутбуками. Для всестороннего развития воспитанников есть телевизоры, DVD, компьютеры с выходом в интернет для поиска нужной информации. У нас есть полностью оборудование, которое необходимо для учебы и для внеурочной деятельности, для воспитательного процесса. В принципе. А так учебники у нас тоже, учебниками на 100% наши дети обеспечены. У нас кабинетная система, у нас и в кабинетах учебники хранятся. Это для того, чтобы дети на самоподготовке могли ими пользоваться. У нас очень хорошо оснащена библиотека, большой фонд, там больше 19 тысяч у нас и учебников, и литературы, и справочного материала. В принципе, можно сказать, что у нас дети имеют возможность учиться и воспитываться в достойных условиях, которые на сегодняшний день им обеспечены. Берс Хашиев уже 2-й год является воспитанником этого учреждения. За время пребывания он показал себя как дисциплинированный кадет. Каждый его день проходит насыщенно и при этом строго по уставу. Сначала мы встаем, идем на физзарядку. Затем у нас завтрак, потом уроки, 3 урока, полдник, следующие 3 урока, свободное время, обед. Затем у нас идет развод, потом самоподготовка, после самоподготовки вечерний чай, свободное время, ужин и отбой. У нас в 6 часов начинаются кружки, до 8 часов длятся кружки. Разнообразные кружки у нас есть. У нас спортивные кружки представлены, у нас карате, армейско-рукопашный бой у нас есть. У нас есть волейбольная команда. Вот. И по интересам кружки это творчество. Ну и вот то, что им интересно детям. И тематические предметные кружки. Вот, а так вот распорядок. У нас есть распорядок, по которому они строго следуют. На базе кадетской школы недавно был введен в штат духовой оркестр. Буквально за несколько месяцев они добились определенных успехов. К примеру, 20 апреля кадеты выступят на российском конкурсе в Ессентуках. Сейчас не все кадетские корпуса России могут похвастаться тем, что у них есть духовой оркестр. В Северокавказском регионе нештатный духовой оркестр только у нас. И нам помогли, и правительство пошло навстречу, выделили средства. Тяжелое время, но
мы приобрели инструменты, нашли педагога, который обучает детей наших, и уже мы имеем свой духовой оркестр. Во дворе находится музей Горского кадетского корпуса, где можно наглядно увидеть все награды и достижения ребят. Здесь у нас размещается первое знамя Горского кадетского корпуса, которое было вручено начальнику общеобразовательной организации при его формировании. Также мы с вами знаем, что кадеты Горского кадетского корпуса по итогам последнего десятилетия являются многократными победителями всероссийских сборов, фестивалей, различных форумов. И все их кубки и награды выставлены здесь в музее, для того, чтобы можно было ознакомливать с нашими достижениями, с нашими традициями, условиями наших гостей. С 1994 года Горский кадетский корпус выпускает грамотных, дисциплинированных и хорошо обученных кадетов. Выпускники поступают в высшие военные учебные заведения страны и достойно представляют нашу республику. И такие необоснованные жалобы зачастую отвлекают от основного рода деятельности и обязанностей как руководства Горского кадетского корпуса, так и самих курсантов. А между тем это военное учебное заведение уже много лет входит в список лидирующих по стране. Амина Бокова, Милана Хамчиева, Мака Дударова, Магомед Шаухалов. Новости 24.